Друзья, сегодня Украина оказалась на распутье. Очистить власть и медиаполе или потерять будущее. Ни больше, ни меньше. Я опубликовал этот текст у себя в Facebook, и давайте я постараюсь вам объяснить, что сейчас происходит. Сегодня Украина стоит перед судьбоносным выбором. Либо она проведет масштабную чистку власти и медиапространства, либо рискует окончательно утратить независимость. Под предлогом борьбы с российской агентурой Зеленский и его окружение зачистили информационное поле не для свободы, а для узкого круга выгодоприобретателей. И вы сами многие это прекрасно видите. Реальные независимые голоса уничтожены, на их места пришли симулякры, фальшивые патриоты, которые годами обслуживали интересы элит, сначала пророссийских, а теперь тех, кто просто хочет удержать власть. Вся страна знает их имена. Пропагандисты Гордон, Невзоров, Киселев, Фейгин и вся медиаплощадка Фридома. Все, кто формирует сегодня украинскую повестку. Ну в чьих интересах? Зеленский уже не является самостоятельной фигурой, на мой взгляд. Ключевые решения принимает его окружение, а в первую очередь Ермак, человек, на которого все чаще падают тени подозрений. Кто он для Зеленского? Куратор, крыша, оператор внешних интересов? Пока это остается без ответа, но ясно одно. Через Ермака проходят все потоки. Финансовые, кадровые, информационные. Его ближайший соратник Подоляк стал рупором этой системы, объявляя врагами всех, кто осмеливается ставить неудобные вопросы. А ведь вчера Подоляк очень хорошо устраивался и работал с другими президентами и другими пророссийскими товарищами. Ну кто остался в медиаполе после зачистки? Среди новых независимых лидеров мнений Ахмед Закаев, Руслан Кутаев. Оба эти человека выступают якобы как представители независимой Чеченской республики Ичкерия. Но на деле они последовательно декларируют, что Чечения это часть России. Кутаев открыто заявлял: мы никуда от России не уйдем, мы будем с Россией навсегда. Закаев же, несмотря на весь свой имидж лидера в изгнании, неоднократно подписывал документы, подтверждающие, что Чечения входит в состав России. А теперь этих людей представляют как независимые голоса, давая им площадку на ключевых украинских каналах. Но это еще не все. Один из людей Закаева лично пытался вербовать меня на российскую разведку против Украины в 2021 году. Буквально за несколько месяцев до широкомасштабного вторжения России в Украину. Это не домыслы, а факт, о которых я неоднократно говорил в своих эфирах. Вопрос, почему такие люди и их миньоны сегодня интегрированы в украинские медиапространства, кто им дал карт-бланш? Меня никто не может переубедить в том, что российская агентура чувствует себя очень вольготно на украинских каналах. К большому сожалению, я неоднократно, много раз это говорил. Пока украинские военные на фронте сдерживают агрессию, внутри страны коррупция уничтожает ее изнутри. Власть борется не с оккупантами, а с собственным народом, с теми, кто не вписывается в систему. Например, Зеленский выступал на фоне мемориальной доски имама Шамиля. Помните такого дагестанского борца за свободу Кавказа? Символа человека, который после 25 лет борьбы с Россией капитулировал и призвал всех сдаться и завещал жить под покровительством России. Для нас, кавказцев, это не случайность. Мы очень хорошо поняли этот месседж Зеленского. Это очередной сигнал от его окружения кому? Еще один тревожный кейс. Роман Червинский. Украинский полковник, разведчик, который находится под следствием и открыто обвиняет Ермака в работе на Россию. Это не разовые обвинения, а часть общей картины. Страна окружена не только внешним, но и внутренними врагами, которые играют патриотизм, но работают на ослабление Украины.
Это только эпизоды. Вы лучше меня, украинцы, знаете, что у вас происходит. Лучше меня. Просто нужно критически отнестись к этому и задать вопросы самому себе, поставить перед собой эти вопросы. Перед Украиной, на мой взгляд, два пути. Либо начинается реальная чистка от спецслужб до медиасферы, от бюрократов до тех, кто годами пользовался войной в своих интересах. Либо страна окончательно превратится в симулятор, где вместо реальной борьбы останется лишь ее телевизионная имитация. Настоящие защитники Украины не те, кто громче всех кричит в эфирах, а те, кто сражается за ее свободу на передовой и в тылу. Сегодня, 20 февраля 2025 года, время разговоров закончилось. Или Украина выберет очищение, или ее будущее решат за нее. Дональд Трамп – лидер, который может помочь Украине провести настоящую чистку. Дональд Трамп доказал, что умеет действовать решительно и добиваться настоящих результатов. Его успехи на Ближнем Востоке яркий тому пример. Он разрушил старые коррумпированные схемы и установил баланс сил. И теперь я уверен, именно он способен решить судьбу Чеченской республики Ичкерия, которая уже долгие годы находится в российской оккупации. Чеченский народ стал заложником этой ситуации, превратившись в пушечное мясо в чужой войне против Украины. Трамп может и должен прекратить это. Сейчас он открыто говорит о необходимости перемен в Украине и призывает к очищению власти и медиапространства. И если Зеленский действительно хочет войти в историю как лидер, а не как фигура в чьей-то игре, он должен использовать этот шанс. Настало время не для показных реформ, а для реальной борьбы с коррупцией, агентами влияния и теми, кто изнутри разрушает страну. Если Зеленский сделает этот шаг, он получит поддержку сильного союзника в лице Трампа. И вместе они могут разрубить этот Гордиев узел, который мешает Украине двигаться вперед. И кроме украинцев это не сможет сделать никто. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия.